Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сочи состоялись двусторонние и трехсторонние встречи министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии. Падрагунба вручил семьям репатриантов ключи от новых квартир в селе Мачара. В Сухуме состоялась международная конференция, посвященная памяти Тараса Шамба. Центральный выставочный зал Абхазии вновь открыл свои двери после пожара. Падрагунба встретился с делегацией Южной Осетии во главе с премьер-министром Константином Джусоевым. Президент отметил, что помимо исторических братских отношений двух народов, Абхазию и Южную Осетию, связывает активное международное сотрудничество. В качестве положительного примера глава государства привел подписание соглашения о беспошлинной торговле в рамках первого международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Гунба подчеркнул, что его реализация положительно скажется на благосостоянии граждан обеих республик. Джусоев поблагодарил за теплый прием и отметил активное развитие Абхазии. Очень отрадно наблюдать, что у нас начинают выстраиваться помимо братских отношений, так и межгосударственные отношения. Было подписано соглашение о беспошлинной торговле в Цхинвале в рамках проведения экономического форума. Это очень важное направление, и очень важно насыщать наши взаимоотношения экономической составляющей. Мы знаем, что именно взаимодействие в рамках экономического партнерства позволит создать наиболее благоприятные условия. А где и какие благоприятные условия мы можем создать, надо уже в рамках профессиональных подходов, сотрудничества между правительствами, ведомствами выстраивать. Очень надеюсь, что мы сможем выстроить такие отношения, которые будут полезны для граждан наших стран. Мы на это нацелены, мы готовы реализовывать эти проекты ради будущего, ради достижения той цели, к которой стремились наши воины, люди, которые сложили свои головы. Они же хотели видеть наши страны развивающимися, социально ориентированы, где граждане наши будут себя чувствовать весьма комфортно. А это уже задача наша, и мы должны в полной мере реализовать то, к чему стремился и стремится наш народ. Спасибо вам большое. Рады приветствовать вас в Республике Абхазия. Выражаем благодарность за то, что столь представительная делегация посетила и разделила наш праздник. Буквально неделю назад мы все вместе отмечали День Республики в Южной Осетии. Сегодня отмечаем День Победы в Абхазии. Спасибо вам, что вы продолжаете те добрые традиции, которые закладывали старшие руководители. И сегодня эта дружба и множится, и разрастается. И я думаю, что у нас вместе много совместных добрых дел еще предстоит. Конечно, хотел бы выразить благодарность и своим коллегам из парламента Южной Осетии. Не первый раз приезжали на выборы президента дважды в качестве международных наблюдателей. Мы тоже в рамках, скажем так, парламентского измерения ведем активное взаимодействие и работу. Я думаю, что
и дальше продолжим в таком ключе. Спасибо вам и поздравляю нас всех с праздником. Очень приятно, что наши взаимоотношения развиваются именно в таком конструктивном диалоге. Мы с вами обсуждали прибытие нашей официальной делегации к вам на 35-летие и уже по завершению дали высокую оценку этому как и в организационном плане, разумеется, так и в содержательном. И проведенный первый международный экономический форум, я очень надеюсь на то, что даст вот на самом деле хороший толчок, импульс в развитии Южной Осетии. Там большой потенциал, там народ ждет новых перемен, и они потихонечку видны уже. И полагаем, что развитие будет проходить более быстрыми темпами. Еще раз выражаю признательность со своей стороны. Нам очень тепло, когда вы рядом с нами находитесь. Мы чувствуем поддержку и полагаю, что так будет всегда. Наши народы прошли очень-очень большой и сложный путь. И совершенно справедливо сейчас было сказано, как 35-летие, так и 32-летие со Дня Победы. Это всего лишь небольшой отрезок. Наши народы всегда были самостоятельны, всегда были независимы, всегда держались друг за друга. Поэтому так будет, полагаю, всегда. Большое спасибо вам за то, что вы здесь. Есть определенные планы, которые мы будем реализовывать. Огромное вам спасибо. И еще хотел бы перед выездом, вот буквально полчаса назад, созванивался с президентом, просил еще раз вам передать большой привет, еще раз вас поздравить с таким великим праздником, так что передаю его просьбу. Спасибо. 24 репатрианта получили ключи от новых квартир в селе Мачара. Ключи новоселам лично вручал президент Бадрагунба. Комитет по репатриации ежегодно вводит в эксплуатацию по одному дому. Сейчас сдан уже 5-й дом. Квартиры, которые получают репатрианты, расположены в трехэтажных домах в селе Мачара Гулрыбского района. Распределение квартир на этажах проводится путем жеребьевки. В доме имеются трехкомнатные, двухкомнатные, однокомнатные квартиры с хорошей планировкой и качественным ремонтом. На данный момент еще около 500 семей ожидают своей очереди. Люди, которые приехали раньше, получают квартиры в первую очередь. В этом списке есть репатрианты, участники Отечественной войны народа Абхазии. До того, как репатрианты получают квартиры, Комитет по репатриации оплачивает им аренду жилья. Хазыги, харахунткара, абсидропа, копи хамо. Хнеид гылана, хнеид схорана, хажухора и бытана, хунткара, азцару квадзбара, хазнеер, а пепшки дарила шаход. Не знаю, сколько Всевышний даст мне времени, еще сил, но постараюсь быть полезным и Абхазии, и абхазскому народу. И хочу пожелать абхазскому народу, говорят, старину в Абхазии кошка, когда с гор спускалась до моря, не касаясь земли, по крышам домов шла, столько много жило абхазов в Абхазии, чтобы это время вернулось, чтобы все абхазы по всему миру, которые есть, чтобы они все могли собраться на своей родине. План консультации между Министерством иностранных дел Абхазии и России на 2026-2027 годы подписали Олег Барциц и Сергей Лавров. В Сочи состоялись двусторонние и трехсторонние встречи министров иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии. Главы 3 внешнеполитических ведомств Абхазии, России и Южной Осетии за одним столом. Большая и важная встреча. Мы встречались 6 июня в Москве. И за прошедшие месяцы произошло много полезных событий для двусторонних отношений и для дипломатической активности Республики Абхазия. 21 июля в Сухуме прошло очередное заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству. Были приняты важные решения, которые касаются абхазского народного хозяйства и гуманитарного сектора. Несколько раз республику посещал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Я с ним разговаривал, он дает очень высокую оценку ходу реализации совместных проектов, о которых договаривались президенты Путин и Гунба. Речь, в частности, о реконструкции объектов городской транспортной и социальной инфраструктуры, реновации мемориальных памятников и других важных начинаниях.
мы весьма удовлетворены, что эта деятельность уже дает позитивные результаты и способствует укреплению вашей экономики и нашей дружбы. В рамках встречи Сергей Лавров, Олег Барцыц и Ахсар Джоев обсудили совместные проекты в различных направлениях, а также активное сотрудничество, которое сегодня присутствует между странами. Говорили о безопасности в Закавказье. Разумеется, крайне важная составляющая для нашего глобального сотрудничества – это сохранение высоких стандартов безопасности в регионе, что осуществляется при помощи наших российских союзников и коллег. В настоящее время проводится ряд мероприятий по взаимным учениям двух министерств обороны, отрабатываются элементы боевого слаживания, проводятся разнообразные тренинги. Для нас это еще один очень важный формат, который гарантирует защиту нашей страны от военно-политических рисков. Аэропорт Сухума с момента открытия принял более 100 тысяч пассажиров, сообщил в рамках встречи Олег Барцыц. Глава МИД Абхазии также отметил, что в республике активно работает ряд программ по здравоохранению. В стадии завершения находится строительство республиканской детской больницы. Мы хотим с чувством глубокого удовлетворения сказать, что один из наиболее амбициозных реализованных проектов, наш международный аэропорт Сухумский, уже принял на сегодняшний день более 100 тысяч пассажиров. И для нас это очень позитивный сигнал. Это сигнал о том, что мы движемся вместе с нашим стратегическим союзником и партнером в нужном направлении. Эффект очевиден. Также активно работает ряд программ по здравоохранению. В стадии завершения находится республиканская детская больница. Для нашей страны это крайне важно. Некоторые другие объекты с очень высоким оснащением технологическим, это касается здоровья нации, здоровья молодого поколения, активно реализуются образовательные и молодежные программы. Значительное количество наших молодых соотечественников уже успели побывать в образовательных кластерах, таких как мастерское управление «Синеж» и ряд других форматов. Недавно начало функционировать на территории Абхазии Всероссийское общество знания. Для нас это тоже очень важный позитивный сигнал. Мы активно движемся по пути вот подобного рода взаимодействия. Сергей Лавров выразил надежду, что работа по созданию благоприятных условий для частных инвестиций в экономику Абхазии продолжится. Рассчитываем, что работа по модернизации сервиса, созданию благоприятных условий для частных инвестиций в страну продолжится. Со своей стороны будем и далее оказывать суверенной, независимой Абхазии комплексное содействие в ее развитии, в обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов. На встрече с Сергеем Лавровым Олег Барцыц сообщил, что на ВДНХ в Москве откроется Национальный торгово-выставочный и культурный центр Абхазии. Центр станет визитной карточкой республики для москвичей и гостей столицы, уверен Барцыц. Один из важных проектов в ближайшее время будет реализован, он уже на стадии завершения. Это создание Национального торгово-выставочного и культурного центра в самом амбициозном пространстве, экскурсионном, историческом ВДНХ. В ближайшее время уверен, что мы откроем этот национальный центр. Это такая достаточно амбициозная площадка, трансформер, площадка мультипликативного действия. И, конечно, это будет точкой приложения для гостей столицы, для москвичей, для всех, кто посещает Москву и увидит там вот визитную карточку Абхазии. Завершилась встреча глав МИД 3 стран подписанием обновленных планов межмидовских консультаций России с Абхазией и Южной Осетией на 2026-2027 годы. План предусматривает рассмотрение актуальных вопросов двусторонних отношений, развитие двусторонней договорно-правовой базы, информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Абхазии и России, организацию совместных научно-практических семинаров, конференций, круглых столов, оказание содействия в проведении культурных и спортивных мероприятий. Ирина Аршба, Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
Реконструкция здания Абиги начнется в следующем году. Об этом заявил Бадыр Агунба на открытии 12-го международного форума историков-кавказоведов. Форум «Народы Кавказа в 12-21 веках. История, политика, культура» будет проходить в Сухуми до 4 октября. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзенба и столетию Абхазского института гуманитарных исследований. Репортаж Гунды Шоуа. В Абхазии начал работу 12-й международный форум историков-кавказоведов, посвященный сразу 3 значительным датам – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзенба и столетию Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии. Форум, который продлится до 4 октября, собрал ученых-кавказоведов из разных стран мира. Выбор Абхазии в качестве места проведения не случайен. Наша страна является одним из ключевых мест изучения Кавказа, нашего общего дома. С приветственной речью к участникам форума обратился директор Абиги, кандидат филологических наук Арда Ашуба. Один сборник материалов этот форума уже издан, который готовится, увидит свет. Международный форум кавказоведов впервые проходит за пределами Российской Федерации, а именно в Абхазии, не случайно, так как абхазоведение является неотъемлемой частью кавказоведения. Абхазская научная элита формировала не только приоритет развития государства, но и пути возрождения его суверенитета. Президент Абхазии Бадыр Агунба приветствовал участников форума. Особое внимание мы придаем участию в нашем форуме наших российских коллег и ученых. Мы особенно ценим присутствие представителей Института востоковедения Российской академии наук, где Владислав Григорьевич Арзенба проработал многие годы и где сложился его ученый авторитет как выдающийся исследователь истории и культуры Востока и Кавказа. Мы рассматриваем сотрудничество научных учреждений Абхазии и России как стратегически важное направление. Оно не ограничивается академическими исследованиями, но имеет огромное значение для сохранения исторической памяти. Реконструкция здания Абиги начнется в следующем году. Об этом рассказал Бадыр Агунба на открытии 12-го международного форума историков-кавказоведов. Буквально недавно посещал институт, общался с сотрудниками, с коллективом. И по итогам посещения института мною были даны поручения правительству о начале в следующем году реконструкции зданий Абхазского института. Форум предоставляет уникальную площадку для обмена опытом и знаниями между исследователями, специализирующимися на различных аспектах истории, культуры и политики Кавказа. В рамках форума планируется обсуждение широкого спектра тем, включая исторические процессы, этнокультурное разнообразие, современные вызовы и перспективы развития Кавказа. Особое внимание будет уделено роли личности в истории и вкладу первого президента в становление современной Абхазии и развитию гуманитарных наук. Доктор исторических наук Аслан Авицба выступил с докладом. Владислав Арзенба – выдающийся абхазский государственный деятель. Не бывает ни великой родины. Всякая родина единственная, незаменимая. И поэтому война за Отечество есть великая война. И народ, выстоявший в такой войне, достоин восхищения и уважения. Достоин, безусловно, восхищения и уважения лидер, который вместе со своим народом шел на смерть, чтобы жить. На форуме особое внимание уделят вопросам сохранения исторического и культурного наследия Кавказа, противодействия попыткам фальсификации истории и укреплению сотрудничества между научными центрами и институтами. Живой интерес участников вызвал доклад доктора исторических наук, доцента Южного федерального университета Евгения Кринко, посвященный Великой Отечественной войне в исторической памяти современных государств Кавказа. В докладе был отражен контраст в отношении к исторической памяти о войне и памятникам героизма советских солдат в разных странах Кавказа. Буду говорить не о самой войне, не о событиях войны, не о том количестве героев, которые дал наш Кавказ, разные регионы, какую роль они сыграли вклад, какие травмы пережили, а о репрезентациях, о памяти, о том, что сегодня представляет война, как формировались представления, как формировались знания о войне и что сегодня мы имеем в этой связи.
И это не только история, это еще и политика определенным образом, да, потому что память – это еще идентичность. Вот то, что нас объединяет или может разделять. Международная конференция продлится до 4 октября. В рамках мероприятия будут проведены пленарные заседания, дискуссии, круглые столы. Также для гостей Абхазии подготовлена культурная программа «Гунда-шоу». Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Традиционные шамбовские чтения открылись в Сухуми. Третья международная научно-практическая конференция, посвященная памяти абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, профессора Тараса Мироновича Шамбо, прошла в Абхазском государственном университете. Подробности в материале Аэли Терутюнян. Слушатели увлеченно следят за ходом мероприятия и с особым интересом слушают выступающих. Благодаря таким мероприятиям можно много узнать об известных деятелях Абхазии. Мне было очень приятно, что на шамбовских чтениях я увидел очень много студентов. То есть мы всячески интересуемся такими личностями, потому что они часть нашей истории. И как можно чаще хотелось бы быть участником таких мероприятий. И я надеюсь, что дальше таких мероприятий будет все больше. Тарас Миронович, он довольно-таки сильно повлиял на наших нынешних политических деятелей. То есть он являлся видным представителем нашего народа. То есть, и хотелось бы, честно говоря, может быть, и не смогу я достигнуть в будущем такого же уровня, но хотелось бы хотя бы чуть быть похожим на него. Потомственный юрист Тарас Миронович Шамбо родился в семье заслуженного юриста Абхазии Мирона Шамбо, который в разное время был и судьей, и прокурором, становился председателем Верховного суда Абхазии, президентом коллегии адвокатов Абхазии. Человек, который в самые трудные годы возглавил международный Абхазо-Абазинский конгресс, благодаря которому в Абхазию пришла огромная помощь и поддержка, в частности, в основном из республик Северного Кавказа. Человек, который на протяжении всей своей жизни, всю свою жизнь посвятил служению Родине. Его называли народным президентом Абхазии. Тарас Шамбо сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа Абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии. Сам Тарас Шамбо, будучи начитанным и умным юношей, поступил на юридический факультет МГУ. Он организовал первое абхазское землячество в Москве, когда сам был студентом. По сути, это был молодежный абхазский центр, где было очень много тех, кто позже активно защищал права абхазского народа. Тарас человек, который никогда спокойно не мог сидеть, да, и он, находясь уже в Москве, возрождает нашу абхазскую диаспору московскую. У нас была какая-то организация небольшая при Несторе Аполлоновиче Лакоба еще, да, когда не было кадров, значит, абхазских кадров образованных, и Нестор Аполлонович направлял отсюда студентов в Москву, и не давал даже доучиться зачастую, да, на первом-втором курсе он их забирал обратно и назначал на какие-то должности. Собственно говоря, вот так вот образовывалась наша молодежь. Тарас Шамбо – автор фундаментального труда «Абхазия. Правовые основы государственности и суверенитета». Он принимал активное участие в разработке современной Конституции Республики Абхазия. Шамбо имеет звание заслуженного юриста и почетного адвоката России. Это был человек очень интеллигентный. Вот его интеллигентность, она, наверное, позволила сделать... Вот он ни для кого не был врагом. Он даже к своим оппонентам относился с каким-то уважением. Да, он был беспощаден к врагам, но он умел строить взаимоотношения. Он был великим дипломатом. Я очень хочу выразить надежду, что шамбовские чтения будут продолжаться и после нас уже. И спасибо университету за то, что университет поддержал прежде всего. С молодых лет жизнь Тараса Шамбо была подчинена тому, о чем думала вся прогрессивная часть абхазского общества – независимости и самоопределению народа. Он сумел наиболее ярко проявить свои организаторские и дипломатические способности тогда, когда в Абхазии началась война, и ей как никогда была необходима поддержка извне. Во время войны Тарас Шамбо был избран президентом Верховного конгресса Абхазо-Абазинского народа и на этом посту проработал 25
25 лет. Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Его труды широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. Я бы вам посоветовала обязательно изучать работы Тараса Мироновича очень глубоко, потому что, вот, например, Абхазия «Правовые основы государственности и суверенитета» – это только одна монография. Она существует и на английском языке. Это настольная книга вообще у нас у всех и помогает иногда в спорах. Оттуда можно брать цитаты и аргументированно отвечать на любое высказывание наших оппонентов. И я считаю, что вот шамбовские чтения – это большой вклад в изучение его научного наследия. Хочу сказать, вот смотрю на наши кадры, снятые в Тунисе, как сейчас только что Беслан Валерьянович сказал, на Северном Кавказе, в Москве, в Питере, в Турции неоднократно. И мне посчастливилось быть в делегации, в составе делегации, когда Тарас Миронович организовывал такие поездки, и не раз. Может, мы не такой высоты, не с такими титулами, но он приближал и не отпускал людей, поэтому мы его очень любим. Тарас Шамба – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гуля. За значительный вклад в развитие абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд награжден орденом Ахиц-Апша первой степени. Аэлита Арутюнян, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Современное оборудование, новые выставочные залы и сразу 2 экспозиции. После глобальной реконструкции свои двери распахнул Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии. Красную ленточку перерезали премьер-министр Владимир Дылба и председатель Союза художников Абхазии Виталий Джени. К открытию зала были подготовлены 2 экспозиции. Выставка российских художников под южным небом, а также выставка работ абхазских живописцев. Пожар, произошедший в январе прошлого года, стал настоящей трагедией для культурной жизни страны. Огнем были уничтожены коллекции произведений искусства, картины знаменитых абхазских художников. Проделана большая работа, и если раньше площадь залов всех вместе составляла 400 квадратных метров, то сегодня она увеличилась до 600. Залы оборудованы по современным техническим стандартам с контролем климата, освещения и безопасности. Для приема произведений искусства очень высокой категории и обеспечения их сохранности в помещениях предусмотрено все. Кроме того, в здании появилось 2 новых хранилища для постоянной коллекции. Неравнодушные люди, работники Центрального выставочного зала, друзья по ремеслу, все стали отзываться о том, что чем же можно помочь республике, попавшей в такую ситуацию. Это же очень важно, когда исчезает наследие. И тогда на помощь пришли очень многие. И коллеги из Российской Федерации, реставраторы, обычные простые граждане, которые спасали картины в день пожара. И сегодня очень важный день, когда мы открываем двери этого нового зала, дома художников. И сегодня на первом этаже великолепную экскурсию нам провели. И я рассчитываю, что очень-очень многие наши граждане обязательно получат доступ к обозрению нашего великолепного мастерства наших художников. Хочу и от имени руководства страны, и от себя хочу поблагодарить тех, кто занимался реставрацией этого великолепного здания. Здание очень большой результат кропотливой, сложной работы строителей, которые действительно сделали невероятное. Они сохранили это здание, а с этим были связаны вопросы, удастся сохранить или нет. Провели реконструкцию. Если вы обратите внимание, даже в фойе вернулись оригинальные
план здания, который он был, когда его строили. Но мало того, сегодня оснащение наше позволяет проводить здесь выставки, принимать музейные ценности высокой категории и соответствовать техническим стандартам. Также здесь появилось уже 2 хранилища Союза художников, где будут храниться работы, переданные в дар Союза. Вот вчера, вы знаете, Сергей Владиленович подарил первую работу, которая и открывает это хранилище. Это работа Ливарса Будба Абраскел. И так вот символично, что с этой работы начнется и история этого хранилища тоже. 384 миллиона рублей таможенных платежей начислено в сентябре. Плановые показатели выполнены на 102%, сообщает ГТК. По итогам 9 месяцев таможенными органами начислено 3 миллиарда 324 миллиона рублей. План за 9 месяцев выполнен на 105%. Социально-экономический и культурно-образовательный потенциал Абхазии, перспективы сотрудничества, а также вопросы поддержки российских соотечественников в Республике Абхазия обсудили в ходе видеоконференции председатель правления Национального фонда поддержки социальных программ Андрей Сергеев и председатель общественного объединения «Русская община Абхазии» Роман Рязанцев. Была достигнута договоренность о сотрудничестве Национального фонда поддержки социальных программ Российской Федерации и общественного объединения «Русская община Абхазии» по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. На набережной Сухума открыли еще один арт-объект авторства скульптора Архипа Лабахуа. На этот раз по мотивам романа Даура Зантария «Золотое колесо». А композиция изображает персонажей из романа «Собачку Мазакуаль», выглядывающую из коробки, и павлина Вишнупату, сидящего на кресле. На торжественном открытии присутствовали родные Даура Зантария, представители писательского сообщества Абхазии, художники, скульпторы и общественные деятели. Скульптура установлена по инициативе и при финансовой поддержке депутата парламента Абхазии Резо Зантария. Говорить о Дауре, наверное, я слаб для этой истории. Говорить об его творчестве, о том, как он умел писать, говорить, жить, наверное, это мне не дано. Скорее всего, это дано тем людям, которыми смогли его оценить. Но мой подход к этой истории был тот, который, так называемый, знаете, ценности. Оставить те ценности, видение того, чтобы наше поколение молодое умели читать, их привлекло. То маленькое привлечение того самого, тех рассказов, романов, которые приносили и отдают тот быт, который он перенес на сегодняшний день. Даур пытался это перенести. Хотел бы сказать спасибо только тому человеку, который принес этот труд, который делал. Вот с таким энтузиазмом, с таким красотой он смог вынести, тем более, что это вам понравилось. И нравится всем горожанам, людям, которые будут приходить. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В четверг, 2 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем плюс 14-19 градусов. Температура морской воды плюс 22. Это были главные события дня. В других новостях расскажем в наших следующих выпусках. Следите за нами также в социальных сетях. До встречи в эфире.